появились мнения о том, что общественная компания должна изменить свою структуру, общественная компания должна попасть под чье-то влияние и так далее. В связи с этим у меня есть предложение по поводу изменения в закон о телевидении и радио. В первую очередь нужно, наверное, проявить какой-то, я не знаю, патриотизм, наверное, скажем это так, для того, чтобы сохранить структуру общественного телевидения. Оно работает уже 8 лет на территории Гагаузии и имеет определенный статус поддержки и на гагаузском уровне, и на республиканском уровне, и на международном уровне. И компания не может сегодня по чьей-то прихоти потерять свой статус, потому что это будет очень хороший резонанс в отношении всей Гагаузии. Весь мир стремится к тому, чтобы создать общественные структуры. И так как у нас есть уже эта общественная структура, и она продемонстрировала на деле свою функциональность, свою дееспособность, я думаю, что будет неправильно менять статус. Неправильно разделять компанию, реформировать или применять к ней какие-либо другие санкции. Второе. Целесообразно внести изменения в закон о телевидении и радио. Закон по существу нормальный. Он когда создавался, этот закон, то в основу этого закона был взят молдавский закон. Только там в графе, вернее в статье «Наблюдательный совет» Народное собрание применило свою методологию. В связи с этим предлагаю изменить процедуру формирования наблюдательного совета и предлагаю 3 варианта. Первый. Применить такую же модель по формированию наблюдательного совета, как формируется ЦИК. То есть 3 представителя от Народного собрания, 3 представителя от исполкома и 3 от судебных инстанций. Вторая модель. Существует международная практика общественных компаний, общественных вещательных организаций в мире уже в 50 странах работают. И какая международная стандартная практика в этом плане существует по формированию наблюдательного совета? Это 1/3 состава наблюдательного совета назначается от парламента, 1/3 от важных ведомств правительства в области культуры, образования и СМИ, и 1/3 от НПО. Но представители от этих организаций избираются непосредственно в данных ведомствах, а не в парламенте. Утверждаются, вернее. И 3-й вариант, это я как варианты вам предлагаю, вы уже можете решать, принимать свои решения. Передать право проведения конкурса, значит, на должность, И 3-й вариант – прямые выборы, как депутатов Народного собрания Гагаузии. Вот в день выборов депутатов избирается наблюдательный совет. И в таком случае они выдвигают свои кандидатуры, они утверждаются в ЦИКе, и они участвуют в выборах, и это будет действительно участвовать все общество в избрании этого наблюдательного совета, и он будет по-настоящему общественным. Дальше. В законе необходимо очень четко разграничить полномочия наблюдательного совета и председателя компании. Я тут набросала, какие полномочия, соответственно, должны, на мой взгляд, быть у наблюдательного совета, какие полномочия у председателя компании. Я оформлю это документально и передам в вашу комиссию, чтобы сейчас не задерживать внимание. Буду говорить по существу. Далее, изменить форму финансирования компании. Если вызывает смущение о том, первый вариант – утвердить бюджет компании на 5 лет, определив конкретный процент от бюджета Гагаузии. Второй вариант – определить, потому что в мире существует 2 формы финансирования общественной компании. Первая финансируется с бюджета, второе финансируется в виде абонентной платы населения. Определиться четко, что Гагаузия хочет – финансировать бюджетно или финансировать путем абонентной платы. Но хочу упредить, что в тех странах, в которых абонентная плата существует, на сегодняшний день люди подают в суд, потому что бюджетные деньги – это те же народные деньги. Получается, что двойной оброк – и налог на телевидение, и бюджет налоги. Поэтому целесообразность есть в том, чтобы все-таки сохранить бюджетное финансирование. Дальше. Исключить из закона о телевидении и радио раздела о частных СМИ и переименовать закон в закон об общественном телевидении и радио Гагаузии.
Определить в законе процентное соотношение вещания на гагаузском, молдавском и русском языках, так как ни в одном законе это не указывается. Это только дается циркулярно со стороны Координационного совета. А Гагаузия имеет право в этом плане определить свой выбор, иметь свои предпочтения. Дальше у меня в моем докладе есть предложение о том, какие разграничения функций наблюдательного совета должны быть председателя компании. Дальше, в соответствии с уставом компании общественного телерадиовещания, председатель компании создает редакционный совет, состоящий из руководителей служб вещания. И в соответствии с уставом председатель компании руководит редакционным советом. Директор, на общем собрании компании 2 представителя коллектива тоже могут быть включены в этот редакционный совет. Эти предложения тоже мной будут оформлены и переданы вам. Далее, отразить в законе, что четко полномочия председателя в каких случаях могут быть прекращены. Эти случаи я тоже описываю в своем докладе, я их оформлю документально, вам передам.